Легенда гласит, когда-то, давным-давно, в незапамятные времена, ни один из народов, заселяющих нашу голубую планету, не знал, что такое стих и музыка. А что за жизнь без складной речи и льющихся звуков? В те далекие времена песня была далеко от земли. Она ютилась где-то высоко, в белых и пушистых облаках, и услаждала слух бескрайнего синего неба. А тем временем на земле не пели птицы, не звенели ручьи, стремительно несущиеся с высоких гор. И сколько бы ни играл резвый ветер с пушистыми кронами деревьев, они не издавали ни звука. Нависшую над выжженной палящим солнцем степью тишину лишь изредка нарушал вой бури, поднимающий столбы пыли до самого горизонта. Ибо в те годы земная природа тоже не знала, что такое песня. Но однажды песня решила покинуть свой небесный дом и отправиться в путь. Она летела над полями, лугами, морями и океанами. В тех местах, где она летела низко, люди слышали ее, запоминали незнакомые, но такие близкие сердцу напевы и повторяли их, чтобы сохранить в своей памяти навечно. Повезло народу казахскому. Долго кружила над ним песня, задевая крылом его цветущие степи. Как много можно узнать о человеке в социальных сетях? Где он родился, семья, его друзья, чем он занимался, а еще можно ли подружиться с ним? Джон Александр Гейзлер родился в 1967 году в Индии, в городе Мумбаи. С детства родители приучали Джона к искусству. В возрасте 12 лет он впервые вышел на сцену школьного конкурса талантов. Выступление перед большой аудиторией наложило отпечаток на судьбе музыканта. Джон получил высшее образование в Англии. Потом была служба в армии в рядах индийских военно-морских сил. После окончания срока службы Джон навсегда решил связать свою жизнь с музыкой. А еще Джонни очень любит путешествовать и не боится экспериментировать. Как вы поняли, Джонни ищет новые музыкальные идеи и новых друзей. Возможно, у него это получится. Это не работает. Надо найти новое направление. Это нечто особенное. Мне нужно поехать в Казахстан и встретиться с этими людьми. Посмотрим, кто тут у нас. Серик Нурмалдаев, продюсер, музыкант, родился в Алматы в 1987 году. Окончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы, магистр искусствоведческих наук. Музыкант, мультиинструменталист, лауреат международных и республиканских конкурсов и фестивалей. Играет более чем на 15 народных музыкальных инструментах. Участник всемирно известного фольклорно-этнографического ансамбля «Туран». Композитор, певец, актер театра и кино. Преподаватель Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, факультета музыкознания и менеджмента.
я еду в Казахстан. Дорога, путь, свобода. Как много об этом сказано. Ветер в ушах, а под тобой надежный товарищ. Запах степи и ритм музыки, вдохновение. Наш герой уже в пути. Его ждут новые удивительные приключения, интересные встречи и, конечно же, главная цель – знакомство с новой культурой, музыкой великой казахской степи. Новый город у подножья гор сразу поразил Джонни своим непривычным ритмом и необъяснимым очарованием. Усталость от долгого пути куда-то растворилась, и ему сразу захотелось узнать о нем все. Вау, Джонни! Салам алейкум! Hi. Как дела у вас? Серик, приятно видеть тебя. Прям на железном коне. Да, это мой железный конь. Железный конь. Очень хорошо. Ну что, ты сейчас отдыхать? Не думаю. Давай сразу приступим к нашему плану. Ну, ты просто с дороги устал, может, сразу в гостиницу. Дорога была отличной. I had a good cruise. Ну хорошо, давай тогда кофейку, может? Coffee? Да. Шутишь, что ли? Давай казахского чаю попьем. Чай хочешь? Yes, of course. Конечно. Давай, поехали тогда. Давай, поехали. Что, на твоем коне? Да, можешь садиться. Okay. I'll just. Я готов. Поехали. Джонни, я думаю, тебе здесь понравится. Это одно таких моих самых любимых мест в Алмате. Здесь, кстати, очень много видов чая, как ты и хотел, по-казахски. Very good. В Индии тоже есть чай? В Индии, да, тоже? Любите чай? Да, конечно. Для меня интересно, что ты хотел узнать о Казахстане. Может быть, я могу тебе чем-то помочь. And the reason why Kazakhstan is because I've been with the music scene for very, very long. Причина, почему Казахстан? Потому что я в музыке уже очень давно. И вижу, что ничего нового не происходит. Так что, чтобы найти что-то новое, надо вернуться в прошлое. Чтобы что-то создать для будущего или для настоящего. Из интернета я узнал о вашей культуре, о казахской культуре, о старой казахской культуре. То есть много сотен лет назад. И то, почему я сюда приехал, это богатство вашей страны. Богатство в плане музыки. Вот почему я приехал. В Казахстан, в Алмату и к тебе. Ой, спасибо большое, конечно. Но ты прав, да, у нас очень много, культура очень богатая, музыкальная культура. Я думаю, я могу тебе в этом помочь. Я тебя познакомлю с очень многими музыкантами, с очень многими традициями нашими. Расскажу все. I'm so pleased to hear this. Well, that's truly more than I mean. Я очень рад это слышать. Очень благодарен за гостеприимство, это здорово. Я уверен, что мы найдем что-то великое между странами. Я имею в виду не Индию и Казахстан, а Запад и Восток. Сочетание этого в Казахстане. And let's see, we take it from there, one step at a time. So this tea is. Это чай казахский или индийский? It looks. Он похож на индийский, потому что у нас такой же. Еще налить? А сам как ты думаешь? Well, let me check. Дай-ка попробовать еще. Я думаю, ты узнаешь сразу этот вкус. Это индийский чай. Молодец, все правильно. Мы любим индийский чай. Пей еще. Спасибо большое. I've seen your videos on YouTube, and with your group Turan. Я видел твое видео в YouTube
с твоей группой «Туран». Очень интересная музыка. Очень. И я не могу представить, как ты пришел к пониманию, что это твой путь в жизни. Что ты будешь музыкантом с народной музыкой в особенном стиле или в разных стилях в народной музыке у себя в стране. And a folk musician of a very specific style, or maybe diverse styles of folk music in your country. Я скажу тебе так, что вообще фольклорная музыка в Казахстане, она сейчас очень сильно ценится. То, что я тебе уже сказал, что фольклорная музыка, сейчас ее стараются, получается, миксовать с разными стилями. Вообще мы пришли, ансамбль «Туран» создан был в 2008 году. Я еще был тогда студентом. Воспитывали меня с малых лет в фольклорной музыке. Я когда был в Колыбельке, мне включали вот на магнитофоне традиционные казахские песни. Я, получается, уже с того момента любил казахскую музыку и всегда хотел изучать, играть ее. Нашел я единомышленников. 4 человека еще, которые были очень похожи на меня. Естественно, мы создали такой интересный проект — ансамбль «Туран». В музыке, если ты заметил, разный микс разных жанров. Джонни, мы приехали в парк 28 панфиловцев. Красивое место. Да. Как ты видишь, очень много деревьев, очень много растительности, чем ценится сам город Алматы. Сзади тебя памятник славы. Здесь вечный огонь. Здесь у нас дом офицеров. Это место является знаковым в Алмате, но я для тебя приготовил сюрприз. Мы должны пройти дальше. Я тебя привел именно в этот музей, потому что здесь сохранены основные такие традиционные музыкальные инструменты, очень древние. Видишь, какое здание? Да, это тоже одна из достопримечательностей города Алматы. Здание построено в 1908 году, полностью из дерева. Здесь вообще ни одного гвоздя не использовано. Полностью здание построено из дерева. Здравствуйте. Здравствуйте, Сәлеметсіздер ме? Музей народных музыкальных инструментов. Рахмет үлкен. Можете... Қонақтарыңыз келіп отыр. Бұл Қош жерде. келдіңіз. Ага. Можете пройти в зал казахских музыкальных инструментов, 5 залов. Пойдем. Как раз, пойдем. Покажу. Прежде чем начать рассказывать тебе про казахские инструменты, я хотел бы, естественно, ознакомить тебя, общую такую картину дать про это. Здесь говорится о том, что казахские народные инструменты делятся на 5 основных видов. Это, естественно, ударные инструменты, как ты видишь. Да, это самый большой такой барабан получается у нас, у казахов. Кстати, бьешь в него, за несколько километров можно будет слышать его звук. Он использовался когда-то при военных целях, чтобы созывать народ. Похоже, как у африканцев. Тоже у них барабаны. У индийцев еще с Возможно, флейтой. да, правильно. Вот ты видишь асатаяк, это тоже получается ударно-шумовой только инструмент. Его крутят, играют на нем и созывают уже не людей или там военных, да? Здесь созывают уже духов. Это шаманский инструмент. Ну, ты наверняка знаешь, что когда-то было язычество у нас. That's right, that's right. Да, потом у нас есть вот щипковый инструмент. Это домбра, как ты видишь. Это старая домбра. Да, только она маленькая, конечно. Я тебе еще расскажу про домбры. Кстати, я хочу сказать, что когда-то и сейчас эту технологию используют. На домбру натягивают струны. Струны делаются из кишков барана. То есть здесь все используется натуральное. Здесь у нас, смотри, тоже деревянный духовой инструмент.
духовой. Уже третий подвид пошел. Получается ударные, щипковые и духовые инструменты. Это керни. Wind instrument, the drums, Ударные и щипковые инструменты. string instruments. Да, правильно. Ну, этот инструмент ты наверняка видел, ты же ознакомился с нашим видео. Это тоже один из древнейших инструментов, его называют даже дедушкой скрипки, виолончели. Инструмент делается из натуральных материалов. Это шаманский инструмент кылкобас перед тобой. Это кабыс? Это кобас. Kokobus. Да, кылкобас. Почему кыл? Потому что здесь, видишь, конский волос используется. Okay. Волосы белой лошади. Так, и, конечно, последний, еще один вид инструментов. Вот здесь он стоит у нас. Это язычковые музыкальные инструменты. Шанкобас. The shankobus. Да, ты наверняка знаешь этот инструмент, потому что он встречается во многих странах. Очень много. Индийцы тоже на нем играют. Да, все правильно, все верно. Он делается у казахов, только у нас одно отличие, что он делается у казахов не только из металла, он делается еще и из дерева. Ну, сейчас ты увидишь, я тебе все это покажу. Amazing, absolutely. Ну, я тебе еще многое буду рассказывать. Но это не все. Я, кстати, сегодня тебе еще один сюрприз приготовил. Oh, Давай посмотрим. Ты как музыкант, ты это, естественно, оценишь, я думаю. Я позвал своих друзей-музыкантов. Пойдем послушаешь. Очень рад. Пойдем. Поехали. Oh, Sega, assalamu alaikum. hello, salam everybody. Hello. I'm Johnny. Знакомься. Это мои друзья, музыканты также. Ты у них в руках видишь музыкальные инструменты. Я думаю, ты хочешь теперь послушать их по отдельности. Of course. Конечно. Вижу здесь двухструнная домбра, трехструнная. А это кабыс. Kobus. Huh? А это же тыгень. Правильно. I remember. Молодец. And there's a А тут флейта, как у тебя. Такая же. The same one. Yeah, we got Как? Сабазка. Sabazka. Sabazka. Ну вот, ты послушал звучание. No. Я слышал, ты принес гитару. Да, гитару я принес. Давайте попробуем кое-что. Давай попробуем что-нибудь сыграть. Давай, что-нибудь особое, да? Мы тебя ждем. Okay. Приходи с гитарой. I'll just give Я за гитарой. All right, guys. This is my Ребята, это моя гитара. Моя акустическая гитара. acoustic guitar. I've got many guitar. Я думаю, мы сможем соединить музыку казахскую и западную вместе. Culture together. Ух ты, это что-то будет интересно. We're going to change it very soon. The young Я думаю, мы скоро многое изменим. Молодое поколение казахского народного оркестра и музыканты-народники. Вам не нужно больше одной гитары. Так что потихоньку, шаг за шагом, мы выйдем на мировой уровень. Мы попробуем в будущем. So we'll slowly, step by step, we go to the world with this kind of music. Okay, we will try in the future maybe.
Спасибо вам большое. Вы очень, очень хорошие музыканты. Very, very welcome. Very, very achieved musicians. All the best. Thank you. Ну, мы продолжаем. Thank you very much. So you guys, Ребята, carry on. продолжайте репетицию. Скоро увидимся. Окей, поехали. Thank you. Goodbye. I look at you all, see the love where they're sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the world, I don't know it is turning, still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. It's a long time. Just tell me how someone controlled you. They've got to soul you. With every mistake, you must surely be loving. Still my guitar gently weeps. I look at you all, see the love that is sleeping, while my guitar gently weeps. Still my guitar gently weeps. Как тебе сегодняшний день? Удивительно. Понравилось? I must thank you for Я тебе благодарен за все, Серик. Да не за что, еще знаешь, сколько всего интересного нас ждет? Oh, let's... Нам надо это сделать. Я очень жду. I'm just waiting. Что, поехали? Да, но мне хочется здесь побыть, насладиться этим. I'll enjoy this for a little while. Ну да, я с тобой согласен. But Ну you что have to тогда? leave, yes? You have to leave. Я просто хочу подготовиться на завтра. Окей. Еще больше интересного для тебя. I understand. Понимаю. Очень жду завтрашнего дня. Хорошо, давай я тебя сегодня оставлю тогда, а сам поеду. Okay. Всего самого лучшего тебе. Давай. Давай, Джонни. Thanks a ton. Спасибо огромное. До встречи. See you soon. Wow, wow. Привет, дорогие друзья. Казахстан – потрясающая страна. Сегодня я познакомился с Сериком, и это был самый незабываемый день. Что ждет меня дальше, даже не знаю. Серик сказал, что завтра мы едем в удивительное место, где, по легенде, живут духи. Looking at the sunset, looking at the people here. Through the years as time passes by, many things have come so clear. Yet I know one thing, that is gonna be heaven. Yes, I see the truth. I know there's gonna be heaven. In the light of the pale sunset, here I sing my songs to you, thinking of all the things you brought brand new. Hey, 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 my, so good to be here. Beautiful city of Almaty, in the city of Almaty, in the city